25 сентября парламент Абхазии окончательно закрыл тему открытости и независимости ветвей власти. В этот день на заседание сессии опять не пустили аккредитованных в парламенте абхазских журналистов, представляющих независимые СМИ. В третий раз, и это уже не случайность, решение за депутатов приняли служба охраны и администрация президента. И в этом нет ничего удивительного. Бжаниевский парламент был обречен выполнить роль подконтрольного аморфного образования, единственным предназначением которого стало голосование за лоббируемые президентом законы. Понятно, что критический взгляд СМИ только помеха в этой деле, и народные избранники с радостью принимают действия ГСО, отцепившего парламент заборами и силовиками. И я напомню, что депутаты в большинстве своем не поддержали постановление на запрет обнести их забором. Но любопытно здесь другое. Путь, которым шли депутаты парламента к полному изменению имиджа этого органа власти, всегда отличавшегося открытостью и народностью. Уж очень он необычен, от слова совсем. Дело в том, что вопрос закрытости парламента решили люди, которые еще 5 лет назад, будучи депутатами, требовали полной прозрачности законодательного органа власти и даже прямых эфиров со своих заседаний. Среди них есть и ныне действующие, и бывшие депутаты, переместившиеся из парламента в различные силовые и несиловые структуры при президенте. Но мы все помним, как с пеной у рта защищали они право парламента на открытость и прозрачность, как требовали доступа избирателей к информации о своей деятельности. Вроде даже гордились независимостью законодательного органа. А может быть, нам так казалось. Это и Дмитрий Дбар, депутат парламента 6-го созыва, который после переворота стал министром внутренних дел и вошел в аналы истории МВД героическим избиением ветеранов войны. Затем возглавил службу охраны Бжания. Он хорошо усвоил, что путь к успеху руководствоваться не законами и конституцией страны, а интересами своими и президента. Нынешний спикер парламента Лаша Ашуба, будучи депутатом 6-го созыва, тоже был защитником свободы слова и голосовал за прямые эфиры из парламента. Сегодня, когда служба охраны не допускает на заседание даже аккредитованных журналистов, спикер не воспринимает это как нарушение законов. Ему не до открытости. Спикерами просто так не становится. Лаша Ашуба игнорирует запросы журналистов и вспоминает о том, что парламент – независимая ветвь власти, только когда кто-то наступает на его коммерческий интерес. Когда провластная партия Амцахара спустила на парламент заместителя главы госкомпании «Абхазтоп», парламент даже коллективное заявление принял, хотя все понимали, что выпад Корсантия адресован прежде всего спикеру. Бадраева, которому Аслан Бжания после ряда неудач доверил защищать свои интересы в парламенте, нам в сегодняшнем контексте интересен тем, что был инициатором принятия решения о проведении прямых эфиров заседаний сессий парламента. Будучи депутатом 6-го созыва, он спорил, доказывал, кричал на спикера и коллег, швырял бумаги, ручки и даже покидал заседание сессии. Сегодня этот ярый защитник свободы слова поутратил свой демократический пыл и даже не вспоминает о прямых эфирах. А теперь самое время вернуться к историческому событию, торжеству прозрачности. 8 ноября 2018 года депутаты парламента 6-го созыва приняли постановление, согласно которому предусматривалось создание системы аудио-видеотрансляции заседаний сессии и электронного архива записи заседаний. Представляя тогда проект постановления, председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Баталайба убеждал своих коллег, что онлайн-трансляции будут способствовать реализации требований закона о праве граждан на доступ к информации, принятого в 2015 году, что парламенту необходимо информировать избирателей о деятельности народных избранников и требовал открытости. Его поддерживал и нынешний вице-спикер, тогда просто депутат Астамур Ашба. 5 лет назад он был уверен, что люди должны знать, как
выступают депутаты парламента, как защищают их интересы, что у народных избранников нет секретов от избирателей. В архивах и стенограммах сохранились цитаты. Вы выйдете на улицу и послушайте, что люди говорят о парламенте. Пусть знают, кто и как выступает, кричал он, продираясь сквозь гомон голосов в зале заседания. Чего только не говорилось людьми, которые сегодня пассивно и активно выступают против открытости парламента, о праве избирателей иметь достоверную и подробную информацию о своих избранниках, об открытости законодательного органа власти, о праве граждан беспрепятственно посещать сессии парламента, об ответственности депутатов за свои слова, которые будут транслироваться в прямом эфире, о том, что в современном мире невозможно утаивать информацию, что они честные депутаты, и им нечего скрывать от избирателей. За неполные 5 лет открытость этих персонажей словно корова языком слезнула. Теперь им есть что скрывать от людей. У них есть мотив проводить ночные заседания сессий парламента, не пускать на комитетские заседания и заседания сессий парламента журналистов, неугодных президенту и его охране. Похоже, что открытость и прозрачность была нужна им сугубо для продвижения по карьерной лестнице. И это хорошо видно по информационным ресурсам высшего законодательного органа, которые все больше походят на сайт президента. Поздравления, соболезнования, торжественные поездки и бессодержательная информация. И, конечно, полное отсутствие национальной повестки и прямых эфиров. Парламент отказался и от своей традиционной роли защитника прав и свобод своего народа. Здесь за высоким забором больше не проводят брифингов, пресс-конференций, не отчитываются перед СМИ о результатах деятельности и планах на будущее. Депутаты парламента даже от президента не требуют ежегодных посланий, прописанных в Конституции. Да и сами с готовностью нарушают основной закон о СМИ и праве граждан на доступ к информации, свой собственный регламент. Поэтому у меня есть все основания говорить, что парламент наравне с исполнительной властью несет ответственность за то, что за 5 неполных лет Аслан Бжани осуществил полный разворот нашей страны от демократии к авторитарному режиму. И отсутствие журналистов теперь и в парламенте – это просто констатация факта. Таков итог. Имитация демократического государства, в котором номинально существуют 3 независимых друг от друга ветви власти и право народа танцевать и петь на государственном языке, на государственном телевидении. А это не та самая культурная автономия, в которую не позволили превратить нашу страну ее настоящие герои 30 лет назад.